Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Реформа политической системы – залог стабильного развития государства. В рамках подготовки к гражданскому форуму Общественная палата провела в Сухуми третий круглый стол. Установка интеллектуальных приборов учета электричества в новом районе Сухумы завершится в марте. Мемориальную доску установили на доме Фазили Искандера в Сухуми. Общественная палата Абхазии в рамках подготовки к гражданскому форуму «Диалог, согласие, развитие» провела в Сухуми третий круглый стол реформы политической системы «Залог стабильного развития государства». В мероприятии приняли участие депутаты парламента, представители исполнительной власти, судейского сообщества, члены партий, общественных организаций, депутаты органов местного самоуправления, общественные деятели. О круглом столе подробнее расскажет Анастасия Никонова. 12 марта в республике пройдет гражданский форум «Диалог, согласие, развитие», инициированный Общественной палатой Абхазии. В преддверии этого события палата организовала 3 круглых стола, посвященных вопросам демографии, социально-экономического развития и политическим реформам. Завершающий прошел сегодня в здании правительства страны. Как и почему вообще зародилась идея проведения гражданского форума и почему одной из встреч посвящена именно тема конституционно-правовой реформе. Дело в том, что, как вы все прекрасно знаете, уже на протяжении десятилетий одной из центральных тем внутриполитической повестки у нас в стране является как раз таки тема конституционно-правовой реформы. Она зародилась не сегодня. Вы знаете, что на протяжении практически 30 лет при каждом практически президенте создавалась комиссия, которая обсуждала вопрос проведения политической реформы. До сих пор этот вопрос в нашем обществе является актуальным. Наверное, встает вопрос, почему на протяжении 30 лет этот вопрос актуальный, почему при каждом президенте в стране встает вопрос о проведении конституционно-правовой реформы. На этот вопрос первым ответил юрист, член Общественной палаты Тамас Кецба. Он уточнил, что в Конституцию Абхазии несколько раз вносились изменения, но они не затрагивали политическое устройство страны. Один из вариантов реформы был разработан в Общественной палате. Он, в частности, предполагает согласование парламентом кандидатур членов Кабмина. Сейчас депутаты могут выразить лишь недоверие отдельным членам правительства, но окончательное решение остается за главой государства. Кроме того, концепция предполагает возможность предоставления президенту права распуска Народного собрания и изменения избирательной системы с пропорциональной на мажоритарную. Нами предлагается комбинированный такой вариант, который предполагает участие, инициативу прежде всего президента по формированию правительства, но и при деятельном участии парламента, дачи согласия, выслушивание некой такой стратегической программы со стороны будущего правительства и обязательно возможные, то, что называется шутя, оргвыводы. Вы знаете, в нашей Конституции не написана даже такая элементарная вещь, к сожалению, что парламент ежегодно должен заслушивать отчет правительства. В нашем парламенте не хватает политического содержания, в нашем парламенте не хватает именно политической составляющей. Нет силы, которая бы выступала как какой-то идейный генератор. Пусть в меньшинстве, пусть в большинстве, но этого, к сожалению, нет. До тех пор, пока у нас не будет партийного представительства в парламенте. Это абсолютно очевидно. Для того, чтобы сделать конкурентной и содержательной работу высшего законодательного и политического органа. Директор Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Вячеслав Чирикба считает, циклично повторяющиеся политические кризисы – один из явных признаков необходимости конституционной реформы. В чем видятся ключевые аспекты политической реформы? Это, на мой взгляд, 3 главных вопроса. Это перераспределение полномочий между президентом и другими властями. Это, мне кажется, в корне всех необходимых изменений. Второе – это больше контроль парламента. Об этом уже говорилось, над исполнительной властью. Это просто необходимо.
И третье, актуализация роли референдума как механизм прямой демократии в случае принятия судьбоносных решений. Чтобы не улица решала какие-то глобальные вопросы нашей страны, а это было конституционное русле референдум. Прекрасное опробированное уже средство волеизъявления населения. Ну, подойдем к реформе этой системы, о чем уже говорилось. Кстати, я разработал свою модель. Она очень близка к тому, что предложила Общественная палата и ряд юристов. Так что есть, конечно, отличия, но есть очень много сходного. Директор Института экономики и права Фатима Камке отметила, представленная Общественная палата редакция конституционной реформы войдет в историю развития высшего юридического закона страны. Она отметила, что предыдущие выступающие подчеркнули самые главные аспекты, а ей хотелось бы рассказать о малообсуждаемой части конституционной реформы. Речь идет о том, где должны найти выражение те ценности, принципы, идеи, которые должны послужить консолидации. Потому что главная цель, хоть она не была озвучена, как мне представляется из того контекста, который мы с вами слышим, он связан, на что направлена реформа, это прежде всего консолидация общества и обеспечение возможностей прогрессивного поступательного развития. Мне очень понравилось или запало прямо в душу выражение одного из выступающих в процессе последних кризисных событий. Было высказано, как мне перевели с абхазского языка, такое положение, как на Конституцию надо надеть абхазскую кожу. Чтобы обеспечить органическое развитие общества, универсали, идущие со всего мира к нам, должны получить некую привязку с почвой, с этой землей, с этой культурой. Как раз таки эта мысль, она, как ни странно, очень четко, простыми словами выразила вот эту необходимость, стоящую перед, в том числе научным сообществом, которое я представляю, что вот как раз это соединение должно произойти. Депутат парламента Дауд Хутаба высказал свою точку зрения по предложенным реформам политической системы. Народный избранник считает, необходимо перераспределять полномочия между парламентом и президентом. В какой мере это вопрос дискуссионный? Да, во многом ваша концепция и вариант, подготовленный рабочей группой, они сходятся в этой части. Остальное, в частности, о которых можно говорить, да, договариваться или не договариваться, спорить, в итоге решение будет или принято, или не принято. Хотя я надеюсь, что все-таки оно будет принято, мы к положительному какому-то решению придем. Вячеслав Андреевич, вы говорили о том, что о процедуре импичмента как президента Республики Абхазия, также вы коснулись и распуска парламента. Я просто хотел свою позицию в этом вопросе все-таки озвучить, раз мы говорим о перераспределении полномочий. Я все же считаю, что президент Республики Абхазия, он избран народом, равно как и парламент. И я против такого, например, решения, что как-то мы будем иметь возможность объявлять импичмент президенту, или президент будет распускать парламент. Я считаю, что народ принимает решение, когда выбирает президента, и только народу, я надеюсь, на выборах, принимать решение о том, что этот президент более не должен занимать эту должность. Как мне кажется, Народное собрание имеет возможность лишать президента только уже в качестве технического решения в связи с невозможностью им исполнять свои обязанности. Вот такая моя позиция. Сказанное спикерами вызвало бурное обсуждение в зале. Участники приняли решение продолжить дискуссию во второй части круглого стола. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Торник Амичба, Абазатова. Во второй части работы круглого стола, посвященного реформе политической системы, была продолжена дискуссия по предложениям, представленным Общественной палатой. Свое отношение к разработанным инициативам высказали представители республиканских общественных организаций и политических партий. Тема изменений и реформ, особенно реформы политической системы, стоит сегодня как никогда остро, это надо признать. Политическая система – это фундамент, несущий каркас государства. От того, насколько этот каркас прочен и отвечает требованиям времени, зависит благополучие
каждого гражданина нашей страны, независимо от национальности или вероисповедания. Почему мы готовы, допустим, я обсуждал с коллегами по партии, обсуждать переход к смешанной системе, так как политическая партия – это во всем мире институт, который готовит политиков, депутатов, чиновников и так далее. То есть, проходя этот институт, человек закаляться должен. В любом случае, сегодня, на наш взгляд, на данном историческом этапе развития нашего государства, учитывая международную обстановку, международную политику, должна быть сильная президентская власть. Все, что нам нужно, это правильный механизм баланса. То есть президент должен быть сильным, если он работает во благо народа, и он должен быть одновременно слабым, если он выходит за рамки должностных полномочий, даже не рамки должностных полномочий, а действий, которые иррациональные действия, которые общество не принимает. То есть, другими словами, гарант Конституции, но с перераспределением полномочий в пользу законодательной власти над исполнительной. Партия «Единая Абхазия» поддерживает смешанную мажоритарно-пропорциональную систему выборов. Мы неоднократно заявляли об этом, в том числе на круглых столах и в стенах Общественной палаты. В усилении роли партии мы видим повышение политической культуры в целом. Это и рост ответственности политикам перед народом, когда при принятии решений на кону не только репутация отдельного человека, но и репутация всей партии, которую он представляет. Почему Народная партия поддерживает смешанную систему? Во-первых, тут не раз уже звучало, поддерживаем. Именно в партиях рождаются политики. Есть такое понимание, как партийные списки. Чтобы быть во главе, чтобы попасть в парламент, да, в случае, если эта система будет работать, надо толкаться локтями, спорить, соревноваться, доказывать, убеждать и возглавлять этот список, чтобы ты потом в дальнейшем попал в эту партию. Это раз. Второе. Уверен, что качество парламента будет лучше, выше, сильнее. Через партии интеллекта, образования, образованных людей придет в парламент больше. Я в этом убежден. Видеоотчет с работы круглого стола «Реформы политической системы. Залог стабильного развития государства», организованного Общественной палатой в рамках подготовки к гражданскому форуму, смотрите после выпуска новостей. Официальная хроника. Премьер-министр Владимир Делба поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с днем рождения. В поздравлении, в частности, говорится: «Ваша работа на посту председателя правительства Российской Федерации, безусловно, является залогом стабильности и развития России, а значит и важным фактором для углубления и всестороннего развития союзнических отношений между нашими странами. Высоко ценим ваше личное внимание к вопросам развития двустороннего сотрудничества и в рамках межправительственной комиссии. Уверены, что при таком тесном взаимодействии стратегическое партнерство между нашими странами будет крепнуть на благо народов Абхазии и России». Герман Кочарава утвержден в должности главы администрации Ткварчалского района. Его кандидатура была утверждена единогласно на заседании местного собрания, сообщили в пресс-службе администрации района. Сообщение МИД Абхазии: в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Абхазии призывает граждан республики, находящихся в странах Ближнего Востока, соблюдать меры предосторожности, поддерживать контакты с родственниками и информировать МИД Республики Абхазия о своем местоположении. Номера для связи: +7 940 927 26 28, +7 940 999 0001. МИД также рекомендует гражданам Абхазии, находящимся в странах Ближнего Востока, при необходимости обращаться в консульские учреждения Российской Федерации. Гражданам Республики Абхазия, которые планируют посетить страны Ближнего Востока, МИД рекомендует учитывать риски при подготовке поездок в страны региона. Информация правоохранителей. Уголовное дело о покушении на убийство возбудила прокуратура Ткварчалского района в отношении Звиади Арония. Преступление произошло 12 февраля в селе Речх, сообщили в Генпрокуратуре. Арония поджидал знакомого Гагиту Цимития, которого собирался убить. Он дважды выстрелил в потерпевшего из двуствольного охотничьего ружья с расстояния в 20 метров. Цимития удалось скрыться с места. Звиади Арония задержали 25 февраля, он заключен под стражу.
30 аппаратов для добычи криптовалюты изъяли в Цандрипше. 2 марта в ходе реализации оперативной информации сотрудники ГТК на автостоянке железнодорожного вокзала Цандрипш по улице Октябрьская досмотрели транспортное средство «Хонда» под управлением Кокубава Ливана Романовича, зарегистрированного в городе Очимчира. В ходе досмотра были обнаружены изъяты аппараты для добычи криптовалюты в количестве 30 единиц, запрещенные к ввозу на территорию Абхазии. Материалы дела переданы в отдел дознаний, таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. Установка интеллектуальных приборов учета электричества в новом районе Сухума завершится в марте. Сейчас они идут на улицах Василия Лакоба, 30 сентября, Чалмазский, Арас и массиве Гумиста. В работах задействованы 7 бригад компании «Смарт Энерго» из Татарстана. За ходом установки счетчиков наблюдали наши корреспонденты. Репортаж Марианы Котовой. Приборы учета нового поколения устанавливает Черноморэнерго в новом районе города Сухум. Это самый густонаселенный район Абхазии. И здесь самое большое потребление электричества. И не только потому, что здесь живет много людей, а еще и потому, что люди не привыкли экономить за годы, когда электричество стоило буквально копейки. Также здесь много незаконных подключений. Сейчас новыми приборами учета, которые фиксируют каждый неучтенный киловатт в прошлом, заставят людей научиться пользоваться электроэнергией так, чтобы ее хватало всем. Бригаду монтеров мы застали в доме номер 3 по улице Чалмаз. Это сотрудники компании «Смарт Энерго» из Татарстана. ООО «Промэнерго» производит эти счетчики, а дочернее предприятие устанавливает. Решение о том, что участвовать в этом процессе будут российские специалисты, а не местные, было принято для того, чтобы в случае неисправной работы приборов на монтаж действовала гарантия. Специалистов мы приглашаем сюда не потому, что у нас нет своих специалистов, а потому, что по гарантии, для того, чтобы мы имели возможность возврата приборов учета и чтобы, образно скажем, не было к нам никаких вопросов, мы решение приняли, чтобы они сами свои же приборы учета смонтировали. И у нас гарантия идет 3 года, то есть в течение 3 лет мы имеем возможность вернуть эти приборы учета. У нас ЗИП определенно уже заложен в случае какого-то заводского брака и так далее. То есть все эти работы, все моменты у нас учтены, и поэтому мы пригласили наших коллег из Татарстана. По словам начальника пусконаладочного участка компании «Смарт Энерго» Евгения Слободчикова, все эти приборы учета были изготовлены специально для Абхазии, под особенности энергоснабжения республики с вечными перепадами напряжения и нестабильной подачей света. Как говорит специалист, установка интеллектуального оборудования упорядочит тот хаос, который царит в энергетике республики сейчас. У нас немножко другой тип приборов учета. Приборы учета такие же, сбор показаний с приборов учета другого типа. Здесь для нас интересно то, что по радиоканалу собираются эти все данные. Все отлично собирается. Мы выполняли такие же работы в таком же количестве в Башкирии. Тоже был недоучет электроэнергии, очень много потерь в сетях. То есть мы добились там практически под 100% собираемости со счетчиков. У них раньше было 67 собираемость. 67% собирали с 1 мегаватта электроэнергии, сейчас собирают 98-99%. То есть я надеюсь, что в Абхазии будет то же самое. Черноморэнерго не просто устанавливает счетчики. Перед тем, как подключить прибор учета, электрики полностью меняют магистральную сеть кабелей в каждом подъезде, каждой многоэтажке. На данном этапе мы сейчас занимаемся заменами магистральных кабелей, замена главного распределительного щита. По мере необходимости, то есть бригада, которая сейчас занимается монтажом, они производят обследование непосредственно вводных кабелей, которые приходят с трансформаторной подстанции. И в случае необходимости их замены, там уже мы сами, Черноморэнерго, своими силами, наши бригады приезжают и производят замены. В среднем для того, чтобы завершить работу в одном подъезде, специалистам нужно 2 дня. Но часто случается так, что электрикам приходится разбирать запутанную сеть подключений, которые были сделаны в обход счетчиков, и отсекать их. На данном этапе те приборы учета, которые мы устанавливаем, мы исключаем возможность обходных путей, да, то есть каких-то незаконных присоединений к нашим сетям. То есть эти приборы учета устанавливаются непосредственно на лестничных площадках. Старые магистральные кабеля демонтируются, прокладываются новые кабеля по расчетам, необходимые под конкретный дом.
Плюс наши приборы учета, которые мы сейчас устанавливаем, они нам сигнализируют к нам в офис о каких-то там незаконных присоединениях. То есть счетчик видит разницу потребленной электроэнергии между тем, что он получил, и с тем, что он отдал. Все найденные незаконные подключения будут фиксироваться и передаваться в Энергонадзор. По словам Даура Пипи, ответственность за воровство света должны понести все. Все, что обнаружено, мы актируем, передаем нашим юристам. Юристы, соответственно, составляют определенные документы и передают уже в Энергонадзор. То есть нашу функцию мы выполняем в полном объеме. То есть мы не можем сейчас обнаруженные какие-то хищения взять и просто закрыть на это глаза, потому что как минимум это несправедливо будет по отношению к абоненту, который добросовестно все эти годы оплачивает за электроэнергию. Новый магистральный кабель покрыт броней. Подключиться к нему самовольно уже не получится. Но даже если умелец найдется, счетчик выдаст данные, которые укажут на то, что в сети производятся несанкционированные манипуляции. А вот так выглядят новые приборы учета. Их отличает высокая чувствительность и способность дистанционно передавать количество потребленной абонентом электроэнергии. А еще они могут улавливать незаконные подключения. Все показания счетчик передает на устройство сбора данных и оттуда в мозговой центр на компьютеры управления системой коммерческого учета электроэнергии. Мы сейчас можем наблюдать в реальном времени потребление наших абонентов. Бывает, там абоненты у нас просят показания своих приборов учета, когда они с чем-то не согласны. Мы можем предоставить информацию, как потребление за весь период установленного прибора учета. Мы можем ежемесячные показания предоставить, суточные показания. Мы можем в онлайн-режиме, допустим, наблюдать напряжение, какое у них в сети, хорошее оно или там упало напряжение, токи, какие нагрузки мы можем видеть. Часто у потребителей возникает вопрос, как низкое напряжение влияет на расход энергии. Специалист дал четкий ответ. Чем ниже напряжение, тем выше ток, а значит и потребление света. Но с заменой магистрали у абонентов проблема с напряжением решается сама собой. Вот, допустим, если у вас не стоит стабилизатор в доме, и низкое напряжение в сети, образно говоря, чайник, который вы при хорошем напряжении включили, и он там за 2 минуты вам воду вскипятил, при низком напряжении он вам будет 5 минут его кипятить. И вот эти 5 минут он будет записывать. То есть это вы потребляете 5 минут. Вот в чем вся проблема с низким напряжением. То есть получается, с низким напряжением я потребляю электричество больше, чем с нормальным? Да, вы больше потребляете, вы дольше его потребляете, скажем, правильнее будет сказать, дольше. Потому что любое ваше оборудование будет дольше греться, дольше отключаться он не будет. Сейчас, скажем, бойлер. Он должен образно каждый час включаться, выключаться. Он будет у вас 2 часа включенным и 15 минут выключенным. В деньгах я буду Вы будете платить больше, конечно, вы больше заплатите. Поэтому я, наоборот, считаю, это мое личное мнение, что стабилизаторы должны стоять. Но в тех домах, в которых мы уже установили приборы учета, мы ведь полную реконструкцию проводим. Напряжение вырастает, то есть необходимости в этих стабилизаторах уже нету. Когда правильно распределяешь нагрузку пофазно, всех абонентов раскидываешь правильно, когда люди начинают экономить, то есть им не нужен большой чек, правильно же? Когда мы наши трансформаторные подстанции приводим в порядок, сечение кабеля – это тоже очень важный фактор. Сечение кабеля должен соответствовать общим нагрузкам. Для того, чтобы он не грелся, а при нагреве происходят потери, соответственно, напряжение будет падать. Вот эти все факторы мы исключаем, поэтому напряжение, если образом было там 160, хотя бы до 200 точно доходит напряжение. То есть 200-210 – это рабочий диапазон, где вы не будете такую разницу какую-то чувствовать, он будет работать нормально. А вот если ниже, естественно, оборудование работает дольше. Также Даур Пипи объяснил с точки зрения физики, почему приборы учета не фиксируют ни включенный в розетку телевизор, ни забытую в сети зарядку от телефона. Логика в чем? Электроны, которые заряженные бегут по фазному проводу, они должны разряженными вернуться. То есть разряжается он после того, как его потребили. А то, что в сети сейчас подключено, оно не потребляется. Он как был заряжен, так и возвращается. Он не потреблен, поэтому в активной энергии он никак не будет учитываться.
Вот поэтому мы пытаемся людям это донести, но это немного сложно, поэтому они нас не понимают. Они все думают, что вот все равно счетчик учитывается и так далее. По словам генерального директора Черноморэнерго Тимура Джинджоли, собираемость оплаты за свет планомерно увеличивается. И не за счет повышения тарифа, а за счет числа абонентов, которые оплачивают электричество. На протяжении 3 лет каждый год у нас происходит рост собираемости в процентном соотношении. Это отношение потребленной к оплаченной электроэнергии. Значит, по году мы 53-54% закрыли. В этом году мы ожидаем, конечно, еще большего увеличения этого роста. Ну, не знаю, если даст Бог, 65%, если мы выйдем к концу года, это для нас будет очень хороший показатель. По его словам, благодаря повышению собираемости оплаты удалось профинансировать переток света и сократить аварийность в сетях за счет модернизации. 2023 год у нас количество отключений по линиям 110-220 киловольт было 56, 2024 год где-то в районе 20-23. В прошлом году у нас было всего 5 отключений аварийных, и то, которые были сразу отреагированы, и не сложилось так, чтобы у нас люди сидели без света. Как говорит глава энергокомпании, увеличение числа льготников, вероятно, еще скажется на общей сумме платежей. Но он надеется, что государство начнет компенсировать эти потери Черноморэнерго. В силу того, что мы ежедневно сталкивались с нашими абонентами, с проблемами, и наше предложение было тогда установить льготы для многодетных семей, для инвалидов первой группы. Вот. Павел Разурович поддержал эту идею. Практически ежедневно мы сталкивались с этими категориями потребителей, которые приходили, видели их ситуацию. Сегодня, слава богу, это разрешилось. Будет ли это отражено на наших сборах? Да, конечно, это у нас на наших поступлениях отразится, но я думаю, что заработает система, когда эти все льготы нам будут компенсировать. Как говорят специалисты, в совокупности все процессы, которые запущены сейчас в электроэнергетике страны, положительно скажутся и на качестве света, и на его поставке населению. К концу года планируется подключить к приборам учета более 60% населения республики и обеспечить им доступ к приложению для онлайн-оплаты электричества. Марьяна Котова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Тонны золотой мимозы везут из Абхазии к празднику 8 марта. Накануне Международного женского дня начались пиковые объемы ввоза в Россию мимозы, акации серебристой, традиционно являющейся символом этого праздника. С начала февраля сочинские таможенники оформили более 300 тонн мимозы. За последние сутки ввезено порядка 5 тонн цветов, сообщает пресс-служба сочинской таможни. Хрупкий груз требует перевозки в закрытом виде и поддержания низкого температурного режима. Основные поставки мимозы продлятся до середины марта. Проверка транспортных средств с цветочными партиями проводится в приоритетном порядке, оперативно, без выгрузки товара. Новости столицы откроет история. Новые артефакты найдены на набережной в Сухуме. Археологические раскопки на набережной от кафе «Пингвин» до крепости продолжаются уже неделю. На участке обнаружили остатки 4 крепостей 1-4 веков нашей эры. В исследованиях участвуют специалисты Госуправления охраны историко-культурного наследия Абхазского государственного музея и волонтеры. Руководит раскопками археолог Алик Габели. Сегодня найдены важные артефакты, римская монета и цветной металлический гвоздь. Ранее уже нашли 9 монет римского и византийского времени, что помогает уточнить хронологию, связь Севастополиса с Римской империей. Также найдены фрагменты античных амфор, древнее стекло, краснолаковая посуда с орнаментом и античный керамический рукомойник. Эти находки позволят восстановить историю древнего поселения. В Сухум из Башкортостана доставлена первая партия гранитного камня и фонарей в рамках реконструкции набережной Диоскуров. Продолжается реконструкция набережной города Сухум. Работы поделены на участки, которые курируют и финансируют российские регионы – Татарстан и Башкортостан, а также Сухумский аэропорт и абхазские бизнесмены, работающие в Российской Федерации. Во вторник из Башкортостана прибыла первая партия гранитного камня, которая станет основой обновленного
облика набережной. Вместе с материалом были доставлены также фонари из гранита. Руководитель проекта по производству изделий из гранита для набережной Сухума Иван Галата отметил, что привозили множество образцов, но для работ был выбран самый лучший вариант камня. Приехала первая партия камня из Башкирии. Привезли фонари из гранита. Должен сказать, что очень долго выбирали камень, много образцов привозили. Но сухумцы выбрали самый лучший камень, самый светлый из всех, что добывают в России. Красивая получится набережная, сохраним исторический облик. Должен сказать, что все, что за последние тысячелетия сделали люди, сохранился только гранит или мрамор. Тимур Аграба поручил домоуправам повысить качество взаимодействия с гражданами. Главы управ должны повысить качество взаимодействия с гражданами. Об этом заявил в ходе совещания глава администрации Сухума Тимур Аграба. В совещании также приняли участие заместители главы Инала Авизба, Автандил Сурманидзе и Константин Тарба, начальники управлений. Тимур Аграба дал ряд поручений, среди которых также оперативное решение вопросов жителей в целях формирования доверия к органам местного самоуправления важна и обратная связь, подчеркнул глава Сухума. Каждого из вас граждане должны знать лично. Люди должны знать, к кому им обращаться в случае надобности либо конфликтной ситуации, отметил Аграба. Также главам управ поручено предоставлять ежеквартальный отчет о проделанной работе в администрацию города. Кроме того, глава столицы поручил усилить работу по сбору платежей за услуги ЖКХ. Новости культуры. 6 марта в доме Фазили Искандера в Сухуме ко дню 97-летия Фазилия Абдуловича планируется открытие мемориальной доски. Церемония открытия пройдет в доме номер 43 на улице, где писатель жил, и в 2019 году названа его именем. Центр восточной литературы Российской государственной библиотеки в Москве провел презентацию книги о Дауре Зантаре, вышедшей в легендарной серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия». Абхазский прозаик, поэт, эссеист и сценарист Даур Зантаре ушел из жизни трагически рано, успев воплотить лишь часть своих замыслов. В Абхазии его произведения включены в школьную программу по литературе. В вечере приняли участие Леонид Бахнов, Марина Москвина, Игорь Сид, Елена Холмогорова, академик Российской муниципальной академии Беслан Кубахия, художник Леонид Тишков, музыкант и композитор Сергей Летов, индийский поэт и переводчик поэзии Даур Зантаре, Анил Джанвиджа и другие друзья и почитатели его творчества. Подробно об этом в наших ближайших выпусках. Росдрам принял участие в театральном форуме Южного федерального округа в Сочи, рассказала радио «Спутник» актриса театра Милана Ломия. Мероприятие стало 6-м из серии форумов, организованных Союзом театральных деятелей России, цель которых – разработка концепции развития театра до 2035 года. Ломия подчеркнула, что мероприятие было очень интересным и полезным, поскольку оно объединило многие театры России. На форум приехали руководители театров, актеры, режиссеры, техники и другие работники. Была возможность поговорить с ними о деятельности культурных учреждений. Выставка «Весенний салон» откроется в The Wall Gallery в Сухуме 4 марта. Посетители смогут ознакомиться с работами, выполненными в период с конца XIX века до нашего времени, сообщила «Спутник» руководитель галереи Ольга Иродян. Среди них гравюры Альфонса Ламатта, картины Варвары Бубдовой, Рустама Хамдамова и современных художников от Гура Дзидзаря, Адриана Ампара, Ахраджинджел и других. Иродян отметила, что тема экспозиции связана с весенними мотивами. В работах представлены женские образы, цветы и пробуждение природы. Выставка будет доступна ежедневно до конца апреля. Более $500 000 рублей выручено от спектакля «Супергерои», рассказала «Спутник», автор проекта «Искусство без границ» Анна Савилова. Постановка стала итогом двухлетней работы проекта «Искусство без границ», собрала полный зал зрителей. Она основана на реальной истории. Она рассказывает о Давиде, мальчике с особенностями развития, который сталкивается с травлей в школе. Наряду со взрослыми артистами в ней принимали участие дети с ОВЗ. В
Госкомитете Республики Абхазия по делам молодежи и спорта поздравили с днем рождения кандидата в мастера спорта СССР, заслуженного тренера Абхазии по футболу Саида Тарба. День рождения ветеран спорта отмечал 15 февраля. Вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Госкомитета Тараш Хакба, поздравил ветерана спорта с днем рождения. Он отметил огромный вклад Саида Тарба в становление и развитие футбола в республике, подчеркнув, что его имя навсегда вписано в историю абхазского спорта. Вы являетесь примером для многих и как тренер, и просто как великолепный человек. Приятно осознавать, что ваша династия спортсменов продолжается. Ваши дети успешно играют в футбол и радуют болельщиков своими достижениями, отметил в своем поздравлении Тараш Хакба. В завершении ветерану спорта был вручен денежный подарок. Жители западной части Абхазии, особенно в Гагарском районе, почувствовали повторные толчки землетрясения амплитуды в 4,8 баллов, произошедшего в районе Сочи в 16:05. Перед этим за час произошло первое землетрясение в 4,4 балла. Эпицентры толчков располагались в 27 и 30 километров от побережья Сочи. Гипоцентр и центральная точка очага этих землетрясений находилась на глубине от 30 до 10 километров. Как сказал областной пресс-директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, подобного рода землетрясения являются достаточно обычным явлением в Кавказском регионе. С периодичностью в несколько лет фиксируются землетрясения, связанные именно со смещением горных пород, располагающихся на дне Черного моря. Хотя в Абхазии были известны очень сильные землетрясения до 9 баллов в долине реки Чхалта в Кадорском ущелье, связанные с главным Кавказским хребтом, отметил Дбар. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 4 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, в предгорьях дождь со снегом, снег, в горах снег. Атмосферное давление повышенное, нестабильно, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 1,6 градусов, днем плюс 3,8, температура морской воды плюс 9, относительная влажность воздуха 70-90%. На этом у меня пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.